Вчера в середине дня резко обострилась ситуация на киргизско-таджикской границе, где накануне около 200 человек с обеих сторон вступили в рукопашную схватку. На этот раз стороны обменялись не только градом камней, но и выстрелами из охотничьих ружей. В ход также пошли коктейли Молотова. В противостоянии по разным оценкам принимает от 200 до 500 человек участие. Счет пострадавшим идет уже на десятки. В итоге премьер-министр Кыргызстана прервал свой отпуск, чтобы создать рабочую группу для разрешения конфликта на границе. Вчера примерно в 12:30 дня резко обострилась ситуация. Жители приграничных сел таджикского Чоркуха и киргизского Кокташа вновь сошлись для выяснения правды. По данным погранвойск Таджикистана, киргизское население использовало охотничьи ружья и коктейли Молотова против таджикских поселян. В ходе столкновений 6 таджикистанцев получили ранения различной степени тяжести. Состояние здоровья двух из них оценивается как тяжелое. Они госпитализированы в больницу. Ранения получили и 3 граждан Кыргызстана. Погранвойска Таджикистана возложили ответственность за конфликт на депутата местного совета Розу Усарова, которая, по их данным, провокационными криками подстрекает киргизских жителей к конфликту и требует передать Кыргызстану часть пешеходной дороги Мазор, проходящей по таджикской территории и ведущей к совместному кладбищу. До этого сайт Азия Плюс опубликовал информацию, что пограничники Кыргызстана вмешались в конфликт на стороне своих сограждан и обстреляли территорию Таджикистана. В итоге ранено 2 таджикистанцев, несколько домов подожжены киргизскими гражданами. Погранслужба Кыргызстана полностью опровергла сообщение СМИ. Премьер-министр Кыргызстана Тимир Сариев прервал свой отпуск в связи с инцидентом. По его поручению образована межведомственная рабочая группа, которая уже вылетела на место событий. По последним данным, на месте конфликта собралось уже 500 граждан 2 республик. Проходят переговоры между представителями органов местного самоуправления и старейшинами приграничных сел. Пограничные представители Кыргызстана и Таджикистана отслеживают обстановку. В случае обострения ситуации они готовы к проведению совместных действий. Между тем, российский Интерфакс сообщил, что зону конфликта начали покидать старики, женщины и дети. Местные жители стараются отправить женщин и детей к родственникам в села, расположенные подальше от границы. Сегодня обстановка в Баткенской области, в зоне конфликта, относительно стабильная. Государственная пограничная служба Кыргызской республики совместно с правоохранительными органами и представителями местного самоуправления продолжает проводить разъяснительные мероприятия с населением приграничных районов. А аналогичную работу проводят и наши таджикские коллеги. И сегодня, вот сейчас, в данное время проводится совещание межведомственной рабочей группы в городе Бакене. И вот они как раз-таки занимаются причинами возникшего конфликта. Напомним, конфликт между жителями приграничных сел зрел более 10 дней. Люди с обеих сторон границы периодически собирались и обменивались оскорблениями. В понедельник на границе собралось около 120 таджикистанцев и 80 кыргызстанцев, которые забросали друг друга камнями. По данным киргизских пограничников, конфликт между жителями возник из-за того, что граждане Таджикистана перекрыли жителям киргизского села Кокташ дорогу, которая ведет к кладбищу, но пролегает через село Майское, где проживают таджикские семьи. В знак протеста киргизстанцы перекрыли канал, по которому течет вода, поступающая в таджикское село Чоркух. По данным таджикской стороны, сначала киргизстанцы перекрыли канал, а уж потом таджикистанцы заблокировали жителям киргизского села дорогу для проезда к погосту. По информации Азатыка, жители таджикского селения Чоркух отмечают, что в Баткенском районе Кыргызстана появились некие люди, которые пытаются путем предъявления претензий внести раздор между жителями приграничных сел. Может ли быть данный конфликт создан искусственно? Возможно ли найти путь разрешения приграничных конфликтов, который бы устроил оба государства и все население региона? Мнение эксперта по Центральной Азии Аркадия Дубнова. У меня нет оснований говорить об искусственно навязанном конфликте. Хотя я не могу исключить, что какие-то внешние, не просто силы, кому-то, может быть, причем изнутри Киргизии либо Таджикистана, а вовсе не внешние силы, как обычно любят об этом говорить любители конспирологии.